Возвращаясь к видео, которое было опубликовано на канале «Новая газета», хотелось бы немного прокомментировать это видео, где они нагло, абсолютно наглейшим образом передергивают факты, искажают факты и пытаются всячески замылить информацию. Да. Очень странно, да, многие не вспоминают об этой ситуации. Тоже Deutsche Welle, Радио Свобода, BBC, которые рассказывают про все там значимые события, почему-то решили сегодня не напоминать об этом. Только лишь Радио Маршева, которое на чеченском языке, напомнило немножко об этом. И то это была там одна из новостей, там, да, вот такое это было. Хотя ничего не прошло, война не закончилась, и даже «Новая газета» об этом так громко заявляет, почему она идет в России до сих пор. Давайте послушаем и немного прокомментируем, что говорит вот этот молодой человек. В 1944 году во время войны 500 000 чеченцев и ингушей были депортированы с родных мест Казахстана. Ну, не 500 000, а около 700 000 чеченцев и ингушей. И Киргизию. Их обвинили в сотрудничестве с фашистскими оккупантами, хотя никакой оккупации не было. Не было, не только не было оккупации, мне вот недавно тоже задавали вопрос в чат рулетки, тоже об этом говорили. Конечно, не было. Тем более, ни один сапог нацистов не ступил на землю, чечено-ингушскую землю, хотя Моздок был захвачен, там части немецкие какие-то были, и бомбардировки Грозного какие-то проводились. Но в 1944 году, когда уже второй фронт открылся, когда присоединились союзники, когда уже все уже шло полным ходом, имеется в виду, объединились уже, и переломный момент давно наступил, тогда выслали чеченцев. Поэтому, конечно, наглейшая ложь утверждать, что чеченцы каким-то боком кому-то там помогали. А даже если бы и помогали, перед кем у нас были обязательства не помогать? Хотя мы не помогали. Многие депортацию не пережили. Народ перемололо. Чеченцы об этом помнили и помнят до сих пор. А в советское время горцы даже... Народ перемололо. Ни слова о геноциде, ни слова не упоминается. Мстили властям. В Чечне почти до 80-х годов орудовали абреки. Так называли людей, которые ушли в горы и совершили... Знаете, как хотят нам преподнести? Нам хотят сказать, что это власти. Никакие это не власти, это оккупационные власти. И обречество, да, так называемое обречество, это были народные мстители, которые пытались с малыми силами нанести максимальный урон. И благодаря вот этим людям, народным мстителям, благодаря этим людям чеченский народ меньше трогали, меньше подвергались репрессиям. Хотя другая часть народа, да, которая перешла на сторону русских, делая из этих людей, которые защищают свой народ и мстят оккупантам, сражаются против оккупантов, из этих, переходя на эту сторону, получали большую мзду и были востребованы у оккупационной власти. Не будь людей, которые воюют против России, как не будь там Джохара Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других, то не было бы Рамзана Кадырова и вот этих людей, потому что не было бы необходимости. Так же, как в Дагестане, вот сейчас недавно назначили мэра Каспийска, там главой Дагестана назначен какой-то Иванов, Петров, Сидоров, там, ну и так далее, и так далее. Если вы не сопротивляетесь, с вами не считаются. Нету просто необходимости у метрополии, у империи, нет необходимости как-то с вами вообще разговаривать. Только когда возникает необходимость, только тогда начинают они там, у себя где-то там шевелиться. Совершали вылазки, убивая милиционеров и чиновников. Абрек Хасуха Магомадов, например, лично совершил больше 30 убийств. И когда во время перестройки по всему СССР активизировалось движение за независимость, Чечня захотела отделиться. Движение за независимость возглавил генерал-майор советской авиации Джохар Дудаев. В регионе была безработица. Здесь же, опять же, стоит напомнить, как в начале своего этого видео, то, что я сказал, Джохар Дудаев только лишь позже присоединился к освободительному национальному движению. Чеченская республика вышла из состава РСФСР и получила равные права еще в 90-е годы. И с развалом Советского Союза, да, тогда Джохар Дудаев возглавил уже национальное
государства, был сперва возглавил комитет ОКЧН, а затем уже возглавил уже после избрания на пост президента возглавил чеченское государство. А он пообещал, что за счет своей нефти Чечня станет Кавказским Кувейтом. И многие ему поверили. Здесь тоже опять передергивание. Конечно же, если бы все блага, все недра, которые добываются из чеченской земли, оставались чеченцам, и не только недра, у нас есть еще и люди, которые намного ценнее любой нефти и более способны, конкурентно способны с многими, по сравнению с многими народами, в силу разных обстоятельств, на мой взгляд, да, Джохар Дудаев, сегодняшняя Чечня, о которой они говорят очень много вливаний, там идет и так далее, это даже не составляет 10,5% того, что Роснефть, путинская Роснефть, как победитель, русский царь, выкачивает через свою фирму, через свою компанию Роснефть, выкачивает нашу чеченскую нефть. И если бы это все доставалось нам, то вот этот молодой человек не нашел бы основания сейчас говорить свою ложь. Конечно же, это не его текст. Ему кто-то этот текст написал, потому что он именно российскими штампами выдает именно вот эти болезненные моменты, на которые чаще всего мы обращаем внимание. И это целенаправленная работа против дискредитации нашего государства. Ведется новая газета. Половинчатая правда, она хуже, чем абсолютная ложь. Абсолютную ложь легко опровергнуть. Половинчатую правду или неполную правду, да, искаженную правду, ее намного сложнее опровергать. В 1991 году Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики и стал ее президентом. Наследство от советской армии Чечне досталось много оружия. Российские военные просто не смогли его вывести. В регионе сразу расцвел бандитизм. Это тоже абсолютнейшая ложь. Чеченские не смогли просто полностью вывести. Российская армия разделила, часть оружия оставила чеченской стороне, часть вывезла. И да, опять искажение факта. Бандитизм. Никакого Кувейта не получилось. В Москве независимость Чечни не признали. Кремль по-прежнему считал, что Чечня – это Россия. Если Чечня это Россия, то считать это одно. Предъявите хоть один документ, что вы подтверждаете. Мы вам предъявляем документы. Это решение Верховного Совета России, когда все республики получили в 90-м году независимость. Это выборы президента, это межгосударственные соглашения, которые на уровне министерств и ведомств подписывались. Это вывод, только что вот этот молодой человек рассказывает о выводе войск. Что это было, как не признанием, если вы выводили свою армию? Зачем вы выводили? Ведь это же была мирная республика, там не было никакой армии, никаких военных действий. Вас никто не вынудил военной силой покинуть нашу страну, как это было в 97 году. То почему вывели тогда войска, если не признали? Признали, Дудаева называли президентом, а в 97 году президентом Масхадовым подписали договор о мире и принципы взаимоотношения, именно называя эту республику Чеченская республика Ичкерия, и ссылаясь на международное право, что подтверждает о межгосударственной силу этого документа. После распада СССР российским властям 3 года было не до Чечни. Но в 1994-м, за 2 года до выборов, президент России Борис Ельцин решил поднять свой низкий рейтинг. Здесь тоже не совсем правда. 3 года не было дела до Чечни, говорит. Это тоже неправда. Против Чеченской республики велась большая работа, как я говорил ранее. И в 1992 году против ингушей была устроена провокация. Об этом говорил президент Аушев, об этом говорил президент Джохар Дудаев. И именно эта провокация и в последующий геноцид ингушского народа произошел для того, чтобы втянуть в эту войну
Джохара Дудаева и Чеченскую Республику. Именно для этого это было сделано. Поэтому здесь тоже не совсем правда, что говорит, что России не было дела. Да, не было открытого вторжения, но все это время какая-то работа велась, потому что были разброды, шатания у них самих там, но все это время дело до Чечни все-таки было. И показать, что он контролирует всю территорию страны. Так, ровно 26 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, которую позже назовут Первой Чеченской войной. Первой Чеченской войной тоже неправильно называть. Это первая античеченская война, если ее уже только по чеченской терминологии употреблять, так обозначать. Во-вторых, это была полноценная русско-чеченская война. Или же национально-освободительная война чеченского народа против русских оккупантов. Тогда Ельцин думал, что вся операция закончится через 8 дней, а она затянулась на 1,5 года. По большей части обычные срочники. Молодые пацаны, которые ушли в армию на 1,5 года, а оказались на настоящей войне. В своей стране и со своими соотечественниками. В феврале 95-го федеральные власти отправили в Чечню 70 тысяч солдат. По численности это примерно как все жители города Минеральные Воды от мала до велика. Кроме того, на стороне федеральных войск воевали отряды антидудаевской оппозиции. Она появилась на севере Чечни в неподконтрольных дудаевцам районах еще за пару лет до войны. Москва отправляла оппозиции технику и военных. Ну, это то, что как раз я и говорил. Это их там нет, и ничего из оппозиции они не представляли. Это были предатели, которые служили иностранному государству. Говорила, что наших в Чечне нет. Почти как на Донбассе. И это подтверждается тем, что у них не было никакой программы, никакого пути развития Чеченской Республики у них не было. Джохар Дудаев говорил о демократическом правовом пути развития, говорил о сближении с иностранными государствами разными и так далее. Оппозиция, так называемая оппозиция, она же только лишь свергнуть Дудаева, потому что он агент русских. Нам это рассказывали, что Дудаев агент русских, и его за это нужно свергнуть. При всем при этом они получали оружие у русских и исполняли волю русских. И эти же люди распространяли слухи, что Джохар Дудаев является... И именно то же самое, как сейчас происходит по отношению ко мне. Агенты российских спецслужб распространяют слухи о том, что я являюсь агентом спецслужб. Российская армия была совершенно не готова к войне, и военные чины об этом знали. Российская армия совсем не была готова, так как она вот только недавно не вышла, 5 лет назад, из Афганистана, и опыта ведения боевых действий у них не было. 18-летние мальчики, как они их называют, до этого времени призывались и так далее. И никого это не смущало. Да? А как только они начали гибнуть, тогда начали говорить, ну как, они же маленькие мальчики и так далее, и так далее. Не состыковочка. Солдаты не умели воевать в городе и в горах. И в горах они не умели, и в городе, понимаете, в Афганистане нет вообще гор, это равнинные степи, как в Калмыкии, и в городах они не умели. И еще у них не было карт, понимаете. Вот послали на целую войну, есть целый генштаб, все, вот карты им не дали. Многие из них вообще только что автомат научились держать. Да. У солдат не было карт. Рации не поддерживали закрытую связь, и переговоры военных перехватывались. Из-за ошибок командования, которое при штурме Грозного 31 декабря решил использовать бронетехнику, погибли сотни человек. Российские танки, боевики просто... Это неправда. В российские сотни человек погибли. Тысячи. Я своими глазами, я живой свидетель, и этих свидетелей нас тысячи, который видел тысячи трупов. Тысячи. Закидывали гранатами с балкона. Чеченцы были так круты, что они с гранаты с балкона закидывали. Вот. А русские не додумались просто смотреть вверх или под балкон свой танк не ставить. Примитивнейшая, просто наглейшая пропаганда новой газеты,
Но самое главное, в армии не было дисциплины. Доходило до того, что пьяные солдаты убивали друг друга, а потом списывали на боевиков. Но сейчас она есть, эта дисциплина, понимаете? Вот о чем хотят сказать. На стороне непризнанной республики Ичкерия. Непризнанная Россия тогда, пишите. Кто же вас признал-то? Я вас не признаю, Россия. Что это непризнанная? И Новая газета, и вас не признаю. В детстве я слышал по телевизору, что против российских войск воевали одни иностранные наемники и боевики-исламисты. На самом деле численность иностранных боевиков составляла лишь около 1000 человек. Тоже абсолютнейшая ложь. Несколько иностранных добровольцев, которые воевали на нашей стороне, максимум могло быть там сотня, не более. Не более сотни. С российской армией за свою независимость воевали обычные чеченцы, многие из которых прошли советскую армию. Всего не больше 40 000 человек. Это тоже не соответствует действительности. 40 000 чеченцев не принимало участие в боях. Максимум эта цифра может колебаться от 2, 3, 5 тысяч. Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, это радиоперехват, который где чеченец говорит Алику какому-то отводи ребят и так далее, ну, уговаривает. В конце концов, уговорить ему не получилось, и у них произошел бой, и этот Алик и вместе с его группой были уничтожены. Но им это очень нравится, показывать вот этот момент, как чеченец просит. Они не понимают, что они тем самым показывают, что мы хотели мира, мы не хотели войны, мы никакие не головорезы. Мы у себя на земле, в своей стране, оккупантов просили не воевать с нами. До последнего просили. Делайте это, не делайте, не надо. В любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя судить не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как... Российская власть, лояльные ей СМИ, но местные жители блокировали колонны федеральных войск. Кто виноват, что случилась война? И вот смотрите, что сейчас скажут. Оба виноваты. Российская власть и лояльные ей СМИ многое сделали, чтобы убедить граждан, что в войне виновата Чечня. Создавали образ опасного криминального региона. После того, как Чеченская республика объявила свою независимость в 91-м, она действительно сильно криминализировалась. Но вообще-то в войне виноваты обе стороны, он говорит, смотрите, очень сильно криминализировалась. Говорит, конечно же, она криминализировалась, потому что по всей России, это уже известный факт, есть свидетельские показания разных участников тех событий, когда по всей России собирались лица кавказской внешности, и не только кавказской, по всем тюрьмам, по всей России собирались бандиты и отправлялись их в Чечню. К ним прибивались, присоединялись, приобщались 1-2 чеченоговорящих, и они вместе там наводили просто криминальную обстановку. С этой с криминогенными этими элементами велась борьба. Она велась успешно, но сил у Чеченской республики, которая строила свое развитие, не хватало, да, на все, чтобы навести порядок, когда не хватало все просто, да, еще тяжелая экономическая ситуация после развала старой модели экономики и переход на новой, когда люди еще не знают, как себя вести, и поступление в бюджет налогов ну, просто минимально или отсутствует вовсе. Обе стороны. Дудаев виноват в том, что не смог навести в небольшой республике порядок. Вот о чем я и говорю. Они со всей России собирают всех бандитов, преступников, закидывают к нам, и потом говорят, Джохар, ты не смог. Ты как это? Ты что это? Ты что, не справился с этими диверсантами, с этими бандитами? О, ты в этом виноват, Джохар. С 91 по 94 вооруженные бандиты нападали на товарные поезда. На товарные поезда, я напомню, Новая газета, которая прекрасно без меня это знает, нападали братья Ямадаевы из Гудермеса,
которые захватывали эти поезда, грабили эти поезда. И нападение на поездов происходило следующим образом. Поезда разгружались на границе Чеченской Республики, грабилось все, то есть официально все выгружалось с этого, ну неофициально грабилось эти, и поезд запускался. И на этом поезде как будто огромное количество чего-то там ценного очень везется. Подъезжают братья Имадаевы, забирают кое-что из этого поезда, ну как бы нужно создать, что отгружают, загружают там, где-то постреляют и уезжают. И вот эта новая газета, которая сама, кстати, писала об этих нападениях на эти поезда, рассказывает нам, что теперь это делали вот, преступные элементы, с которыми не мог справиться Джохар Дудаев. Взворовывали колхозы и захватывали заложников ради выкупа. При помощи врезок в трубопровод, который тянется от Баку до Новороссийска, бандиты воровали нефть. Из Чечни... Кража нефти и заложников, это уже началось после Первой русско-чеченской войны. Тогда же, перед началом Первой русско-чеченской войны, этого всего не было. И это тоже искажение фактов. Абсолютнейшее, наглейшее искажение фактов. В Чечни бежали русские. Они рассказывали, что к ним в квартиры врывались их соседи-чеченцы с автоматами и заставляли уехать. Ужас, просто ужас. А некоторых убивали. Ельцин виноват в том, что не пошел на переговоры с Дудаевым. Ни в 91-м, когда отделилась Чечня, ни в 94-м, еще до войны, когда дудаевцы приезжали в Москву и просили о встрече. Ни в самом начале войны, когда Дудаев заявлял, что готов к переговорам. Наконец, это Ельцин принял решение о начале военной операции. Несмотря на протесты, тогда еще не... И это только наконец. То, что принимается бандой КГБ, ФСБ, ФСК на тот период времени об нападении на независимое суверенное государство, это является у него наконец. Да, наконец. Не потому, что он с Дудаевым сейчас, а вот наконец. Это самое настоящее преступление. Нападение, это ведение, начало развязывания агрессивной войны. Это наконец. Контрольных Госдумы и Совета Федерации. Несмотря на антивоенные митинги его же сторонников и критику либеральных СМИ. Несмотря на сочувствие сепаратистам со стороны Запада, который видел в действиях российского правительства имперскую агрессию. Он тут правду сказал. Опять ложь сейчас будет. Внимание. Потери были ужасными, и в первую очередь среди мирных жителей. Войдя в Чечню, федеральные войска начали обстреливать чеченские села и Грозный. Стреляли без разбора. Бомбы падали на кварталы, в которых заведомо не было военных объектов. Это не получить завтра. А вот на настоящее время все в порядке? На настоящее время не слышу я, не слышу, не знаю. Российские войска устраивали страшные зачистки. Во время зачистки села Самашки от боевиков погибло больше 100 мирных жителей. И не так, что... Тоже неправда. На самом деле погибло намного больше, в несколько раз больше людей в Самашках. И эти Самашки были не только в одном населенном пункте. Таких десятки, если не сотни, вот этих случаев, когда они вырезали просто все живое. Чтобы их случайно задело. Озверевшие солдаты вырывались в дома и убивали детей и взрослых. Российские правозащитники оценивают потери гражданского населения Чечни в 30-40 тысяч человек. Это тоже не соответствует действительности. Первую русско-чеченскую войну чеченский народ потерял, граждане Чеченской Республики потеряли 120 тысяч. По некоторым данным 140 тысяч. Во вторую русско-чеченскую войну потери были больше, и их где-то от 140 до 160 тысяч. От 160 до 180 тысяч. В общей сложности за две русско-чеченские войны русскими убито граждан Чеченской Республики Ичкерия всех национальностей 300 тысяч. Об этом их же чиновник, губернатор Кадыров Рамзан заявляет, неоднократно об этом заявил, что на моем же канале есть это видео Кадырова, где он заявляет, что 300 тысяч убито граждан Чеченской Республики. Гибли в том числе этнические русские, во имя которых Это во многом правда. Ельцин и начал войну. Да. Нет, во имя которых это ложь, которую Новая газета иногда пытается замаслить и как-то исказить, опять же, да.
В самом начале мы видели, что начиналось для наведения конституционного порядка. Вот есть конституционный порядок, они для того, чтобы этнических русских спасти. Тогда получается, этнические чеченцы, граждане России, они, значит, их спасать не собирались. Нет. Идея была спасти, навести, ну, официально заявлено было наведение конституционного порядка. Да? И поэтому рассуждать, что Ельцин спасал русских, это ложь. Тот, кто был в те дни в Грозном, а я был в те дни в Грозном, никогда в жизни не скажет, что Путин, Ельцин спасал русских. Это наглейшая ложь. Не спасался никто. Не то, что человек, ни одна животное, птичка, ничего не могло спастись от этих бомб и ракет, которыми нас засыпали. Данные о потерях личного состава разнятся. Федеральные силы сообщали о 17 тысячах погибших боевиков. Чеченские источники называли это пропагандой Кремля и сообщали о 2800 погибших. Официально со стороны России в Чечне погибло 5732 бойца. Данные Комитета солдатских матерей другие. Они называют 14 тысяч погибших и пропавших без вести. Цифры, конечно же, очень занижены. В минимум, вот это 14 тысяч, она минимум в 3 раза занижена. Это цифра. Молодым ребятам-призывникам говорили, что они едут освобождать мирное чеченское население от иностранных наемников. Но освобождать приходилось российских солдат. Пленных в Первую Чеченскую войну спасали всей страной. Договариваться с боевиками в Чечню приезжали матери солдат, правозащитники, депутаты и журналисты. Интересна судьба майора Вячеслава Измайлова, который работал в военкомате. Это тот самый Вячеслав Измайлов, который нам рассказал, что в 1999 году дома в Москве взорвали Басаев и Хаттаб. Это наглый провокатор, который чеченцы принимали в своих домах, которые поверили этому мерзавцу и считали, что этот человек является честным и порядочным офицером. Конечно же, это не так. И Вячеслав Измайлов один из тех людей, который помогал развязывать вторую русско-чеченскую войну. И, конечно же, потом мы, зная теперь уже Вячеслава Измайлова, можем смело утверждать, что и в первую русско-чеченскую войну, в которой он приходил и как бы занимался обменом пленных и так далее, этот человек занимался вражеской подрывной деятельностью против нашего государства. В Подмосковье. Но когда понял, что отправляет на смерть 18-летних пацанов, поехал в Чечню лично вытаскивать пленных. Он писал о войне для нашей газеты. Для подкаст-проекта «Новое продолжение следует» воспоминания Измайлова о войне прочитал Леонид Парфенов. Обязательно послушайте их. Ссылки под этим видео. Чем все закончилось? Все эти люди, погибшие, пропавшие без вести, сгинули буквально ни за что. По итогам войны все вернулось к тому, с чего и началось. В августе 96-го, спустя 1,5 года кровопролитий, боевые действия остановил штурм Грозного чеченскими боевиками. Столица, которую 3 месяца брали федеральные силы, вернулась к боевикам. Тогда генерал Александр Лебедь, секретарь Совета Безопасности и противник Ельцина на президентских выборах, запретил бомбить Грозный 2-й раз. Смотрите, эти люди и даже эта новая газета, вот этот молодой человек, называют нас боевиками. Боевик, чтобы было понятно, это вооруженный бандит. Сейчас вы видите Аслана Масхадова, начальника генерального штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, и Лебедя, Александра Лебедя, который подписывает Хасавюртовское соглашение о прекращении огня. Так вот, получается, Россия подписывает с боевиками, вооруженными бандитами подписывает договор о мире. И это не смущает новую газету, потому что это был штамп. Нельзя называть чеченцев чеченцами, нельзя называть чеченцев борцами за свободу. Потому что если правильно обозначить терминологию, правильно обозначить ту или иную сторону, то все становится на свои места. Именно поэтому вот этот молодой человек, которому написали вот этот текст, рассказывает, что мы являемся боевиками. На самом деле боевиками, террористами, убийцами являются его страна. И он является соучастником этого, сейчас повторяя их ложь.
31 августа в Хасавюрте Лебедь подписал с начальником главного штаба Ичкерии Асланом Масхадовым соглашение о выводе российских войск. Критики до сих пор называют это соглашение капитуляцией Москвы. После Джохара Дудаева исполнять обязанности президента Ичкерии будет Зелимхан Яндарбиев. Потом президентом выберут Аслана Масхадова, но никто из них так и не сможет создать в Чечне государство и справиться с разрухой. Будущий президент России Владимир Путин пойдет по... Если вы заметили, опять же, чтобы вы понимали, что новая газета является ГБшной просто агит-листовкой, как я и ранее говорил, и всегда напоминаю, нам опять показали Хасавюртовское соглашение, но не показали договор о мире и принципах взаимоотношения от мая 1997 года, подписанный Ельциным и Масхадовым. Вот об этом не говорят, перескакивают сразу уже то, что уже Путин пришел к власти и так далее. Про 97 год. Все, запомните. Вот он для молодежи рассказывает, что такое Чечня, к чему пришли. И вот сейчас никто не вспомнил про этот договор о мире 97 года, межгосударственный договор, а показывают вот это соглашение между начальником штаба, тогда Аслана Масхадова, и Александром Лебедем. И вот вся честность и объективность. А между прочим, договор 1997 года, подписанный Ельциным и Масхадовым, договор о мире и принципах взаимоотношения, является единственным документом, который за многовековую историю наших взаимоотношений России и Чечни, единственный документ, подписанный первыми лицами на таком уровне. Вот делаете вы это, забыть невозможно. Вот случайно забыть невозможно. Можно Хасавюртовское соглашение забыть, потому что Хасавюртовское соглашение это был пролог к договору о мире и принципах взаимоотношений. Забывается вот договор о мире. Стопам Бориса Ельцина и использует Чечню, чтобы набрать очки перед президентскими выборами 2000 года. 7 августа 1999 года начнется Вторая Чеченская война. 7 августа начнется Вторая Чеченская война, как он говорит, да? Не с бомбардировок, когда Путин призывал мочить сортири, и бомбардировок Грозного, окрестностей города Джохара, бывшего Грозного, а вот 7 августа, когда Басаев пошел на спасательную операцию. Тем самым новая газета подчеркивает, что война началась из-за похода Басаева, так называемого похода Басаева в Дагестан. Хотя на самом деле всем известно, что взрывы домов произошли позже, и только после этого уже начались бомбардировки Грозного. Хотя провокации, военные там, эскалация вот этого конфликта, она не прекращалась. Опять же, да, нужно понимать, что вот велась вот такая гибридная работа. Поводом к ней послужат в том числе взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Согласно официальной версии, эти теракты осуществляли боевики. Но дома могли взорваться и в Рязани. В подвалах домов там тоже обнаружили взрывчатку. По версии новой, мешки с гексогеном туда завезли сотрудники ФСБ в целях учений. Я думаю, что в тот момент где-то процентов 90-95, как сейчас в Америке, поддержало действия президента, направленное на уничтожение банд чеченских. Хотя вот что интересно. Интересно то, что до сих пор не доказано, что это чеченцы сделали. После этих событий, начав войну, власть уже не будет выглядеть агрессором в глазах народа. От Москвы будут ждать наведения порядка. Но порядок в Чечне навести так и не получится. Жертвы Первой Чеченской войны не только те, кто погиб в Чечне, но и те, кто вернулся с войны, потому что на войне они стали другими и нормально жить уже не могли. Жертвы этой войны не только мирные жители Чечни, тысячами умиравшие от бомб, но и жители России, которые смотрели на далекую войну по телевизору. Потому что после той войны в ткань российского общества въелась ксенофобия. Унизительное определение «лицо кавказской национальности» надолго вошло в официальную речь. Само слово «Чечня» стало ассоциироваться с беспорядками и терактами. И мы, родившиеся после Первой Чеченской войны, тоже ее жертвы. Мы воспитывались людьми, которые были напуганы конфликтами на Кавказе. И в нас тоже живет ксенофобия. А еще я не знаю, как пойду в армию через год. И как мне верить своему государству.
При всем при этом, вот этот человек, конечно же, верить в государство еще пытается. Не рассказал о том, что взрывы домов, организованные спецслужбами их же страны, что были задержаны в Рязани, просто он это вкратце сказал, так, между делом. Ну и потом Чечня, ну это же официальная версия. Вот русские, знаете, я не имею в виду тех людей, которые к нам хорошо относятся и которые, с которыми не отказывают нам в тех же правах, которые они сами имеют. Мы никогда не будем с вами, никогда мы не будем гражданами одной страны. Только до тех пор, пока вы силой можете удерживать, вот только до тех пор. Как только эта сила чуть-чуть ослабнет, конечно же, мы обязательно освободимся. И не потому, что мы вас не любим, там, или много на земле есть разных народов, в том числе людоедов, которые нас не волнуют, нас это не касается. Но находясь с вами, у нас нет никаких гарантий. Поэтому мы не любим, это здесь вопрос не стоит. Вы живете отдельно, мы живем отдельно. Вы живете в своей стране и делаете, что хотите. Взрываете своих граждан, взрывайте. Но наших граждан взрывать, убивать мы вам не позволим. Мы будем об этом говорить. Мирно, ненасильственным способом доносить свою правду. Мы юридически сформировали свое государство. Потом фактически силой нашего народа, наших граждан, заплатив неимоверно большую цену за это, мы доказали, что мы имеем такие же права, как любой народ на этой земле, иметь свое государство. Для того, чтобы тот геноцид, который вы творили и в 44-м, и еще во время имама Шамиля, и позже, и раньше, и все эти века, которые вы нам творили, мы не хотим с вами жить. Нам с вами не по пути. Мы цивилизационно разные люди. Мы не хотим иметь. Вот исправитесь вы, тогда мы наладим с вами близкие, дружеские отношения. До тех пор мы никогда не согласимся ни на какие, ни за какие блага иметь вообще какие-либо отношения. Недавно Ахмед Закаев сказал, что мы обречены жить по соседству, там, да, мы и так, нам никуда не деться. Это тоже правда. И мы бы хотели бы жить. И мы добиваемся для свободы, для вас, русских, тоже. Но только с теми, кто нам не отказывает в этом праве, в наших законных правах. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Дай Бог, чтобы никогда больше не было войны ни на нашей земле, ни на каких-либо других землях, а где она есть, как можно быстрее она закончилась. Войну можно одобрить только в том случае, если она ведется для достижения настоящего, честного, искреннего мира, а не под видом достижения этого мира. Остальные войны, любая война, это огромнейшее преступление. Желаю самого хорошего, желаю того, чтобы никогда на земле не стучались войны. Всего самого хорошего, и все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, адикюэль машуэль. До свидания, спокойной ночи.